Здравствуйте, вы смотрите программу ТВК «Гол», в которой мы показываем различные нарушения закона, будь то преступления или же нарушения ПДД. В студии Канабек Асанкареев. Работа правоохранительных органов опасна не только во время служения службы, но и после. Ночь на 13 марта в районе Кыргызского государственного технического университета на сотрудника УПСМ трое неизвестных совершили нападение, после чего скрылись с места происшествия. Был объявлен план перехвата. Нападение на сотрудника патрульной службы милиции было совершено в ночь на 13 марта, когда тот приехал к дому и сидел в машине. К нему подошел парень и попросил прикурить. Через мгновение правоохранитель заметил, что к его авто приближаются двое в масках и попытался закрыть двери, но получил несколько ударов по голове от того, кто просил у него спички. Пострадавший уверяет, что били его молотком. Спичка ору dedi. Спичка бердим да. Эртең ана эки маска чыгып элакат. Мен сразу түшүндүм, что не то деп. Уже ойлонгон жок эле. Эшик тартып баштадым. Эшик ачып. Бул эшик замок жабылып ачылбайт да. Тартып баштап эле. Ошоктон эле мен балконго чыктым. Анан бияна бул эшикти ачып турган, бияна ачып кеттим. Бир нерсе алып кеттиби? Жок. Эчтеке алган жок. Сен форманы көрүп туруп ушундай болду, Же сен айттың, может ал налоговый деп эметкен да прокуратура деп. Жок, алар вообще-то байке эме дөңгөлөк чечип атыптыр тетерден. Дөңгөлөк чечип атып бизге бир эже желбейди. Дөңгөлөк чечип аткан жок. Лексус 330. Аны тиге жок айтпадым. Мен өтүп бараткам. Сен бияқта чечиңер балдар, а? Биз көрүп атып баркасын. Булар ушу артына кетти да, мен артынан чыгып жатсам. В результате нападения у сотрудника милиции разбита голова и опухла часть лица. Благо, недалеко от места происшествия оказались соседи, которые подняли шум. Нападавшие забежали в один из дворов, откуда потом выехал автомобиль марки Subaru Legacy. Пострадавший попытался за ними погнаться на своем авто, но упустил их из виду. На место происшествия прибыла опергруппа УВД Ленинского района и карета скорой помощи, которые забрали милиционера. Sen kapadın mı? Biz. Emek kaç? Cevap ver koş. 60 kaç? Все хорошо. Да, нормально. Мама, укушок, вон, айда. Был объявлен план перехвата, и около десятка экипажей прочесывали местность в поисках нападавших. Буквально через час правоохранители заметили авто, на котором якобы скрылись злоумышленники, и задержали двоих парней. Они свою вину отрицали и заявили, что видели, как на милиционера напали, и погнались за ними. Машина алып коесуз жолдон. Мен эч кимге жаным жок, балам мен байке, мен кебете мен ушундай көрүнүп атам мен. Мен наоборот сизге жардам берейин деп жанагы чын мен өтүп бараткам жанагы жерденчи, дос балдарыбыз мененчи. Жезден үйүнө бараткан болдум, ошол жакта жезден жашайт. Өтүп барасам балдар болуп шашат, тумсагар мен мына камерага айтып атам, мен тартылган мен. Өтүп бараткан болупмун ошол жерденчи. Балдар бири-бири менен жанагы кол менен көрсөтө албай атам азырчы. Бири-бири узун таякпы же эмне, ушта мен чапкылап аткандан дос балам айдап барат, токтосоң дос кетиякты эмне болуп атат. Карап коелучу деп терезеден түшүрдү эле. Эметсек бир балдар мушташ баягы экөө үчөө качты.
Аны тиги аркасынан 2-3 бала калады. Аркасынан барат биз тартып мен. Аркасынан чыгып барат. Балдарга айттык биз жигиттер эме кылалы, жардам керекпи, эме болуп атат деп эмесек. Тияктан бир эже кыйкырды. Балдар ушундай машинадан чыгып атат депчи. Орусча кыйкырды да, орусча сүйлөгөн эже экен. Жок, тартып кылам мен. Монтип сынып калдым келбейт мен дагы. Мен мына өзүм үчүн сүйлөшүм керек да, мен маяктан жөнүн азыр. Өлтүрүп салайын деп атасыңар, меничи чын. Жок, кантип кол көтөрдүңүз милиция кызматкерин? Чыгайын мен чыгып сүйлөймүнбү? Мен чыгып сүйлөймүнбү? Отуруп эле айта бериңиз, отуруп эле айта бериңиз. Жаңылып атасыңар чын. Ким топчубайт? Уруп атасыңар, мен атасы жок баламыз, спортсмен балам. Отурсаң? Жок, кантип кол көтөрүп калдыңыз кызматкерге? Кайсы кызматкерге мен эч кимге кол көтөргөн жокмун. Мен эме айтып атасыңар, мен түшүнгөн жокмун, байке. Жауап берчи. Кара машина. Отур айда. Жақын алдар, жанына барып кетсін. В присутствии понятых правоохранители обыскали машину, где орудие преступления не было обнаружено. В салоне авто и багажнике были личные вещи парней и медицинская пипетка. После их забрали в УВД для выяснения обстоятельств. Как сообщили на следующий день в пресс-службе УВД, задержанные на данный момент проходят в качестве свидетелей. Поиски злоумышленников продолжаются. На пульт 102 поступило сообщение, что на окраине микрорайона Восток-5 неизвестные украли у мужчины телефон. Когда приехал экипаж, мужчина рассказал, что, выйдя на улицу, он повздорил с несколькими парнями у пивнушки, после чего те проводили его к остановке. Сев в маршрутку, он не нашел своего телефона и заподозрил, что те парни украли у него мобильник. Задержанный ким? Задержанный жоқ. Мына пәтер берші. Тонып кетті. Аттан, не ол? Тонып кеткен жоқ, мен асты аялмен кішіне қызылашып қойып, өз настроен шығып жатқан, Восток-5-тан шығып жатқан. Өзіңіздер білесіздер, мен аламын такси өткен баламын. Ан машинаны үйге тоқтатып қойған, бұл жаққа таксимен келген, ошо тааныш эле балдармен. Келіп бұл жақтан 200 грамм арач кем. Аз даны время ичип алган боламын. Аял мен сөздөн келишпестен чыгып келе атам. Байке, аялыңызды қойдыңыз, бияқтан не болуп келе атсам орустар узат кош деп турду, телефон жок деп кой. Ага чейин бар болчу. Кимдер эле досторуңуз? Дос эмес, тааныбайм деле. Ишектен отургам, ол жака бир остановка түшүп жетпей, телефонун аялына чалып коеюн деп туруп, эметкен телефон таппай калдым, түшүп калып турган ГБРлерге кайрылдым. Действительно, могу эки балага мен кайрылдым. Буларга рахмат. Алар каяк жака кетишти? Алар ушул эле жигиттер калып калган. Вместе с пострадавшим правоохранители направились к той самой пивнушке, у дверей которой были несколько парней и девушек. Там между ними опять завязалась перепалка, и стороны бросались друг в друга обвинениями. Те заявили, что мужчина первый набросился на них, а телефон они не брали. Мен чыкканда могу менен бир
эметкенбиз, урушканбыз. Анан кийин. Байке позвонил, Бирөөсү эметкен, могу байке нар узаткан, а? Туурабы байке? А бирөөсү дальше узаткан. Sen çıkırdın mı? вот этот Sen байке. çıkırdın mı? Мен телефонум жок. Koy bre. Uyat var mı yok mu? Мен уят бар. Мен У тебя нету Силер көптөө эле. Подождите. Көптөө Ким aldı телефонду? Ким алганын билбей калдым мен. Ay Никто у iyicek. него ничего не забирал. İyicek. Ты Molda. придурок, что ли? Molluko ursa gitti ya. Позвони байке. Молоко слушать гибс, молоко. Ursa gitti. Не пойдет. Annen acılaşıp koygula Бас desem башака узушат экенбиз. bu olsa Мени башка kredi çıkar. узатып нар жак эме остановкага чейин узатты. Что, у вас что, вы вызвали, да? Вы тоже вызвали, что ли? Не. Да, что ты не Не. Мы сразу, Я когда вот это телефон началось, он первый кинулся на него. Вот этот Ты товарищ. мужик? Потом Ты еще мужик? вот этот байке, я же тоже с детьми. Просто вот праздник, да? Я с детьми. Вышла байке. Начал успокаивать, говорит, ты что, говорит, вот женщина вышла, говорит, ты что делаешь, говорит. Он ему куртку порвал, вот это. Вот это. Я успокоила их всех. Успокоить, давай их всех успокаивать, да? Я говорю, вы успокойтесь. Он, пошла вот этот вот. Пошла ты вообще, ты кто такая вот эта? Вот нормально, нет? Я говорю, я с детьми, байке мы вас не трогаем. Порвал. До этого была. Вроде посадили на маршрутку, он уехал, приезжать с вами. Это нормально? До этого была. До этого была. Все было спокойно. А Вот байкешка свидетель. Мы вот он посторонний, да, нам? Байке, реально айтыңызчы. Ben bu mucidi baratsam О, мага чейин мушташып отурбу. sen mutsasın sen değişip. Жок, мага чейин могу. Мы хотели давайте тогда вместе. Sen kanma. Sen mutsuz getir. Telefon var mı? Бар болчу. Аз жок болуппайбы? Kim aldı? Ukaz etmesin. Указать эткенде могу азыркы балага чейин. Oy. Evet. Buna men telefon, men çaldım. Çok güzel. Kötü. Телефон один чёрт найду. Аккаунт найдешь. Это грабеж. Пиздюк. Все нормально, хорошо. Я тебе сам вот лично, да, вот говорю, вот лично при Если ты сотрудниках, да, берешься, говорю. Я бы лично, я хохотание Я тоже с сотрудником работал. Да мне похеру, где ты работал. Понял? Тебе похрен, да? Вот смотрите, видите, сам нарывается. Иван Вот смотрите, Викторович. за грудки прям Иван дергает. Викторович. Вот так и было. Он первый нарвался, ударил, куртку порвал. Вот. Хороший. Вот, снимайте, телефон куртку светил, порвал, вот так порвал. телефон. Ты на будьте любезны общайся, хорошо? Я тоже. Ты место. Братан, Один он это, уралом он не чё выдашь. приехал? Понял, да? Я понял. Ой, по-русски. Вот. Мишаня. Давай прямо сейчас. Когда обе стороны посадили в патрульную машину, они начали драться прямо в салоне авто. Потом их рассадили и доставили в УВД. Но и там заявитель вел себя агрессивно, материл своего оппонента и даже пытался напасть. В коридоре они опять подрались. Разнимали их уже правоохранители. И мужчина, и парень, которого он обвинил в краже телефона, написали друг на друга заявление. Все, братан. Вечер хой. Все, стой спокойно. Спокойно, стой. Вонючие руки. Да у тебя изо рта воняет больше, чем у меня. Пошел ты. Кто? Стой спокойно. Стой. Кто такой, а?
Siz niye? Normal kurallar aldınız siz. Өзі көтеріп болды. Машинаны да siz talkaladınız. Мен өз базарымда. Мен өз базарымда. Все водители, как азбуку, должны знать, что садиться за руль в нетрезвом состоянии запрещается законом. Но, несмотря на это, многие могут вести машины пьяными. Если кто-то пытается обвинить инспекторов в неправомерности, то другие могут козырять своим должностным положением. Без новостей. Программа ТВ телеканал НТС. Руку уберите, пожалуйста. Экипаж патрульной службы милиции остановил Мерседес-Бенц, стекла которого были покрыты тонировочной пленкой. Когда водитель вышел из авто, по словам инспекторов, от него понесло алкоголем. Когда правоохранители попросили у него документы, тот начал заявлять, что он является сотрудником финансовой полиции и просил возможности договориться. Шакамер Нусмай, пожалуйста. А? Шакамер Нусмай. Чего? Тебя как зовут? Нурис. Нурис. Меня Даниэль. Очень приятно. Взаимно. Без этого... Дети вижу. Трое. Не знаю. Ну, я много должны. Нет, сейчас не предлагаю. Просто хочу попасть. Уже поздно. Ладно, пусть идет. При виде нашей съемочной группы водитель начал прятать лицо, а позже вовсе просил выключить камеру. Мужчина говорил, что из-за этой съемки его могут уволить с работы и предлагал журналисту деньги. Все его попытки решить вопрос на месте увенчались провалом. Водителя доставили в наркологию для освидетельствования, где медики подтвердили, что он действительно был пьян. Водителю выписали 2 протокола за управление авто в нетрезвом состоянии и за тонировку. Позже, как рассказали правоохранители, он признался, что уже давно не работает в финансовой полиции. Со слов пил пиво 3 кружки. Можете вынести. 30-й, да? 29. Нет, 29-й. Исчерпали.
Көрдүңүз да? Қанша, елу? 70-тен ылдый болуш Ну, вот 48 тогда это показало об этом, когда... 70-тен ылдый болуш керек. Бүттүңүз да көрдүңүз да? Пленка. Хоть даже мындай кичинекей эле пленка эметсе де, все равно деген 70-тен өйдө чыкпайт экен. Қанша штраф? 5500. Со скидкой? Со скидкой 2750. Чем не закинем, да? 15 лет. Болду да, жигиттер? Автобус көрбөсү? Короче, 20 штук, да? Туда-сюда, да? Эмесин жазып алайынчы, сертификатын. Блядь, зарплата месячная. Вот так и живем. У нас зарплата 6 тысяч. Ну, что ты здесь работаешь, Антон? Значит, что-то есть, да? Эмеде тренировка жинап атабыз. Көргөйдү. 4 На этом наша программа подошла к концу, ну а я хочу напомнить вам, что если вы стали свидетелем того или иного нарушения закона, сняли на камеру своего телефона какое-либо происшествие или стали жертвой вымогательства со стороны должностного лица, то можете обратиться к нам по номеру 0554 20 50 60. С вами был Канабек Асанкареев. До новых встреч.